С мобильным телефоном, интернетом и даже выходом в город. В Сыктывкаре сегодня был открыт исправительный центр для осужденных. Исправлять их будут трудом. Соглашения о трудоустройстве подписаны с крупными предприятиями столицы Коми. О том, как новый вид перевоспитания поможет оступившимся начать новую жизнь, расскажет Павел Королев. Вместо тюремной камеры комната на 4 человека. Исправительный центр больше похож на общежитие, чем на колонию. Здесь и просторная кухня, ведь пищу осужденные будут готовить сами, и душевая со стиральными машинами. Можно даже пользоваться гаджетами. В общем, есть все, чтобы обеспечить комфортный быт. Впрочем, осужденные будут здесь только ночевать, а основное время – трудиться. К слову, подобный центр с 2019 года функционирует в Емве, и за это время он успел хорошо себя зарекомендовать. В итоге в плюсе все. Предприятие получает дисциплинированных работников. Государство снижает расходы на содержание осужденных. А для лиц, отбывающих наказание, это возможность зарабатывать, общаться с родными и встать на путь исправления. У нас в Емве порядка 12 работодателей, которые принимают наших осужденных к принудительным работам, в том числе и Сыктывдинский район туда забирает. Это достойная, скажем так, категория граждан. И что касается повторной преступности, она нулевая. Это люди, которые осознали реально свое наказание и за которыми мы постоянно наблюдаем. Это действенный вид наказания, который имеет большую перспективу в обществе. Работникам из исправительного центра выплачивают заработную плату в размере не менее МРОТ. Она также идет на погашение исков. На работу осужденные добираются самостоятельно. Некоторых забирает от крыльца работодатель. Возвращаясь к Сыктывкарскому исправительному центру, стоит отметить, что он рассчитан на 350 мест. Первые постояльцы, приговоренные к принудительным работам, заедут сюда уже завтра. Он расположен в промышленной зоне города Сыктывкар. Здесь имеются потребности в рабочих местах. Это и компания «Лузалес», это и компания «Алграф», компании, которые работают здесь, в Чове. Рядом расположен магазин продовольственный, то есть люди спокойно могут выходить, покупать все самое необходимое, сами себе готовить. Ну и для многих это возможность понять, что такое правонарушение, осознать и чтобы повторно к этим правонарушениям уже не возвращаться. Коми уже задумались о расширении подобных исправительных центров в регионе, ведь суды все чаще назначают наказания в виде принудительных работ. А потому в перспективе подобные центры могут открыть в Воркуте, Ухте и Сосногорске. Павел Королев, Эдуард Фомичев, телеканал Юрган.